14 лет непрерывной работы, и именно столько существует благотворительный фонд «Ашана». За это время удалось помочь многим нуждающимся, и прошедший год не стал исключением. Команда фонда поделилась результатами проделанного пути, рассказав о ключевых акциях и значимых проектах за 2025 год. Фонд подготовил для гостей короткометражный фильм, где через истории своих подопечных напомнил зрителям о важности не проходить мимо чужого горя и неугасаемом стремлении к жизни. Учредитель фонда Беслан Шакая отметил, что Ашана – это зеркало национальной души, где вклад каждого неравнодушного становится мостом к надежде. Момент, который нельзя оставить без внимания, и это доверие. Обратите внимание, тот посыл, который фонд направляет людям, вызывает у них одно чувство – желание помогать. А у тех, кто получает эту помощь, ответная благодарность за все то, что люди делают. Именно так рождается связь между нами и теми, кто доверяет фонду свои средства и свою надежду. Сама сопричастность была изначально создана для того, чтобы в первую очередь объединить доверие разных людей. Потому что без причастности нет благотворительности, и это получается простой перевод денежных средств. А мы строим живое сообщество. Здесь, прямо сейчас и на будущее. И мы это делаем хорошо. 82 тяжело больных ребенка получили помощь от фонда. Это стало возможным благодаря тому, что на счета организации поступило более 45 миллионов рублей. Эти деньги пошли на лечение и другие нужды. По словам директора фонда Мактины Джинджуля, в 2025 году было проведено 20 благотворительных акций, а на аукционе впервые в истории фонда с молотка ушли все лоты. Я хочу выразить большую благодарность всем художникам, творческим людям, партнерам, которые на наших аукционах передают свои работы безвозмездно. Мы реализуем эти работы, а вырученные средства направляем на лечение детей. В прошлом году в рамках этого же аукциона, ведущим которого был тот же наш Алхас Монархия, все лоты ушли с молотка, и была собрана вся заявленная сумма 1 миллион 700 тысяч рублей. И вся необходимая сумма на операцию Демея, Мучуберия нашего подопечного с редким диагнозом несовершенный остеогенез была оплачена. Представитель МИД Олег Барциц отметил, что самое главное – это здоровье детей, которые получают социализацию, возможность реализовываться в обществе и быть его неотъемлемой частью. О котором кратко хочу сказать. Помимо количества детей, которых вы вернули к жизни, социализировали, дали надежду, вы занимаетесь еще и врачеванием, если хотите, нашего общества. Вы внедряете эти высокие стандарты культуры в повседневную жизнь нашей небольшой страны. Это, конечно, стоит очень дорогого, это и усилия не только фонда Ашаны, я вижу и всегда очень пристально за этим слежу. Успех фонда не был бы возможным без медийного освещения, в частности, без личного участия директора ГТРК Ирины Агарба. Фонд отметил своих ключевых информационных партнеров памятными дипломами. Помимо нашего телеканала, фонд отметил работу АБЗ ТВ, Апснепресс, Спутника. Прошедший год в работе фонда доказал, что люди по-прежнему умеют чувствовать чужую боль как свою. Милана Агарба, Раму Камке, Абхазское телевидение.